Здравствуйте, дорогие ученики! Сегодня у нас первый урок рисования. Первый урок рисования куба мы начинаем в основном общее изучение характера предмета куба. Куб сам по себе, этот предмет, считается он при визуальном восприятии, он меняет свою форму, потому что прежде чем мы его должны рисовать, у нас, например, формат бумаги А3. Мы его располагаем примерно вертикально. Располагаем лист, формат А3. И прежде чем рисовать, мы должны, что в основном акцентируется, в основном каждый где сидит, находится. Вот, предположим, я расположен в таком положении, визуально вижу этот предмет, и первоначальный рисунок куба мы начинаем с чего? Мы сначала делаем центральную осевую линию, с компоновки рисунка. Делим лист бумаги пополам, таким образом. Потом определяем красные границы, на глаз примерно 5-6 сантиметров. Определяем с боков. Это у нас будет красная линия, где мы не должны переступать этой границы. Когда мы линию проводим, нижнюю часть линии мы можем чуть больше брать. Вот таким способом. Вот у нас центр, определяющий место картины, плоскость для рисунка куба. Прежде чем рисуем куб, мы должны определить расстояние высоты, соотношение высоты к ширине. Для этого при рисунке нужно иметь карандаш. Я могу использовать мел. Вот этот мел я использую, определяю общую высоту, соотношение и на вытянутую руку. И для этого ширину и высоту соотношения. Значит, при определении ширина, конечно, больше, чем высота. Значит, получается, что я делаю? Первоначальный угол расположен у нас в центре картинной плоскости. Значит, я могу использовать центр картинной плоскости на середине этой линии. Вот таким образом. Вот она у меня здесь сохраняется. Потом я беру от этой линии, я могу визуально его приподнять. Для чего? Если мы должны вот это под основу, место оставить для подосновы этой рисунка. Значит, точка 2-3 сантиметра от точки. Мы чуть поднимаем эту точку сроду и под углом начинаем рисовать. Вот таким образом. Угол. Таким образом, берем примерную высоту угла куба. Предположим, мы определяем на вытянутую руку. Значит, точка у нас где-то здесь определяем. И визуально направляем луч линии в две стороны. При визуальном направлении луча первый угол у нас всегда должен быть больше по высоте, чем удаленный угол куба. Почему? Потому что при построении любого предмета, любой предмет, он удаляется. Это называется перспективное изображение, в перспективе. Значит, мы ее берем, я начинаю вот эту плоскость показывать, и от этой точки направляю луч в встречном направлении. При начальном рисовании
куба мы можем не обязательно делать визуальное представление. Мы можем нарисовать его сначала в ортогональном проекте. В ортогональном он идет, это как параллелепипед. Мы можем его в параллелепипеде рисовать ортогональным путем. Вот таким образом. Вот. Соответственно, мы можем по ходу действия исправлять. По ходу действия исправлять. Значит, по сути у нас куб, передние две стороны, я вижу визуально, оно у меня одинаковое. Что эта сторона, что это. И я его делаю равномерно. Но при визуализации, при рисунке, оно должно удаляться. Значит, передний, вот это расстояние угла у нас должно на 2-3 сантиметра примерно, например, удаленный угол куба, он отличается по высоте. Здесь это может быть вот 2 уровня мела у нас, а здесь 1,5, видите? Здесь вот 1, здесь половинка. При удалении на 1,5-2 сантиметра удаленные углы, оно уменьшается. Ну, первый этап рисунка в таком порядке. В данный момент мы можем сразу основание показать, что в пространстве оно у нас что? Лежало. Предмет гипсовой фигуры был. Мы его показываем уже в положении, что он стоит на какой-то поверхности. Это может быть стол, это может быть какой-то предмет. Да? Значит, вот таким мы его тоже можем в перспективе показать. Вот таким образом. Вот. Дальше мы его прорисовываем, что расположение. Вот таким образом. Так. Это первый этап расположения. Значит, визуально мы должны еще в кубе показать невидимые места, точки. Невидимые это не считается обязательно. Второй этап. Второй этап невидимый. Все вот эти точки соприкосновения, они должны сходиться в одну точку схода. Вот таким образом. При удалении. Мы их соединяем между собой. Когда в арифметике это невидимые в черчении, вы знаете, что их показывают пунктиром. Но в рисовании не обязательно показывать пунктиром. Мы их просто тоненькими линиями указываем, что расположение там, дальних углов соединения вот таким образом. Ну, второй этап мы завершили. Идет третий этап рисунка. У нас идет светотеневая подача рисунка. Светотеневая подача рисунка. В данный момент свет у меня падает с правой стороны, луч света. Значит, эта территория, эта часть у нас освещенная, правая сторона и верхняя часть освещенная сторона. Освещенную сторону мы пока не трогаем. Тонировка дается способом штриха. Штрих делается, например, под углом под 45 градусов. Вот таким образом. Это штрих. Карандаш нужно использовать твердо-мягкий, желательно. Твердо-мягкий карандаш при рисунке. В начале построения рисунка мы можем использовать твердо-мягкий карандаш. При штриховке можно мягкий карандаш использовать. Есть 4 способа штриховки. Первый это штриховка, это вот их еще как называют тональный туантель. Значит, идет под углом, под 45 градусов, можно так его штриховать, в обратную сторону под углом. И перекрестный, да, у нас идет. Перекрестный, это мы, значит, сверху еще таким образом. Штриховка идет вот таким параметром. Есть переходная штриховка. Штриховка есть тональная. Тональная идет горизонтально. Вот такая штриховка. Это зависит от плоскости предмета.
от плоскости предмета, значит, переходная штриховка. Это вот нажим. Здесь оно увеличивается и постепенно штрих все уменьшается. При угловой штриховке то же самое. Таким же способом можно его потихонечку мы его сглаживаем. Таким способом. Обязательно можно и вертикально, и постепенно штрих. Вот в этом стороне мы показали этот штрих. Теперь мы используем штрих на предмете. На предмете штрих начинается с угла куба, с угловой части. Самая контрастная часть с него начинается. Вот мы с верхнего угла начинаем и начинаем сверху вниз штриховать. Вот таким образом. Полностью мы это пространство покрываем штриховой частью, теневая часть. Можно включить падающую тень. Падающая тень у нас под углом идет, она вот здесь идет, на плоскости которой то же самое можем заштриховать. Вот таким образом. Второй этап — это усиление тональности теневой части. Усиление мы делаем то же самое под 45 градусов под другим углом. Мы брали с этого угла, значит, в обратную сторону то же самое усиливаем и таким образом штрихуем. Вот таким образом. Постепенно при ударении мы штрих ослабляем. Карандаш он должен быть обязательно поточен, усилен. Значит, у нас вот эта передняя часть у нас всегда будет усилена. И постепенно она будет при удалении ослабляться. У нас здесь полутень у нас получается. Здесь она, самая светлая часть у нас находится вот в этой части. Самая светлая часть в углу, впереди находится. Ее называют в основном бликом. Блик. Это самая светлая часть. Значит, здесь, где тень и свет, это здесь контрастная часть получается. При удалении она всегда глушим способом штриха, а когда она приближенная часть света, всегда самая светлая часть. У нас получается тень, это у нас собственная, его светлая собственная тень. Это вот самая темная собственная тень, это самая светлая часть верхней части куба. Значит, эта часть блик, при удалении здесь у нас получается вот это у нас рефлекс получается. Рефлекс. Любой предмет, любой предмет, что мы не рисуем, это может быть форма куба, может быть форма цилиндра, оно имеет и тень, и собственную тень, и падающую тень, и рефлекс должен иметь. Любая форма, благодаря трем вот этим параметрам, придается форма предмета. Так, это у нас был первый базовый такой урок по рисунку куба, построение куба со светотеневым построением. На этом первый урок у нас завершен. Спасибо за внимание.